Магомед, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы являетесь руководителем проекта «Ваш Кавказ», который занимается туризмом по всему Северному Кавказу. Мы не просто так пришли в гости именно к вам и хотели бы задать вам несколько вопросов. Точнее, актуальных тем, актуальных вопросов, которые интересуют наши читатели, наши слушатели. Первый из них: мы знаем, что вы являетесь коренным ингушом. Я правильно говорю? Да. По-моему, вас еще называют Галгай, да? Галгай, да, это на ингушском языке. Вот. Поэтому у нас к вам ряд вопросов, точнее их немного, но они очень любопытные для наших читателей. Не могли бы вы нам рассказать о легендах вашего края, вот самые интересные легенды, которые вдохновляют ваше поколение сохранять традиции и придерживаться ваших канонов, да, воспитания, религиозных постановок? Также мы бы хотели узнать о интересных традициях и направлениях воспитания, может быть, ваших поколений будущих. И, конечно же, один из самых актуальных вопросов: что нужно знать туристу, который хочет посетить Северный Кавказ? Что ему нужно знать о Кавказе? Хорошо, я вас понял. Ну, как сказать, вы слишком, многое возложили на меня, скажем так, то, что я там, что могу много рассказать. Я обычный, скажем так, житель Северного Кавказа, в частности Республики Ингушетии. Ну, вкратце, насколько я осведомлен, насколько у меня там хватает знаний в том области, я попытаюсь вам передать информацию, то, что вас интересует, да. Вот. Ну, самое главное, это то, что вы там, последний у вас был вопрос, что надо для наших туристов, для наших гостей, мы так и называем, да, которые приезжают у нас, посещают наши республики. Это, республика Северного Кавказа. Северный Кавказ, как вы уже не первый раз, скорее всего, слышали, является очень гостеприимным, очень, скажем так, дружелюбным регионом, хотя там в некоторых СМИ есть такая информация, негативное высказывание про Кавказ, то, что туда не стоит ехать, да. А как вы считаете, почему пошла вот такая тенденция на высказывание, что Дагестан — это опасные республики, да зачем вы туда едете? Почему такое сложилось? Впечатление массовое, причем такое. Знаете, это такой вопрос, прям, я не решусь вам прям ответить на него, но, скорее всего, это какая-то политика там играет свою тоже злую роль, скорее всего, да. Почему сейчас с этой пандемией, да, у нас все заграничные границы закрылись, и все хлынулись большими толпами на Кавказ. И каждый клиент, кто нам приезжает, уезжает крайне довольный. И я вот сам выслушивал, почему до сих пор мы этого не знали, что можно приехать в Дагестан, в Ингушетию, в Чечню, Осетию, все эти регионы можно посетить и увидеть там намного больше, чем, допустим, в той же Турции, да. В Турции одно море, там, я вообще не говорю, что там плохо. В общем, наши люди не знали, что именно у себя, на своей родине, у себя в России можно развивать вот это направление. Скорее всего, это была какая-то выгода там. Я вот сейчас, опять же, не хочу влезать в политику. Вот. А так, я не знаю, чуть там что-то кавказец сделает, да, с Кавказа какой-то представитель, там, не знаю, кого там, ребенка там обидит, там, еще чего-то сразу там. Говорят, да. Хорошо. А скажите, как вообще относятся, как сами местные жители относятся к туристам? С центральной России? Вообще отношение не то, что к туристам, вообще к приезжим гостям, туристам, в частности, тоже, да, у кавказцев крайне высокая, так сказать, положительная. Почему? Потому что для кавказца гость, он всегда является даром от Господа. То есть, если гость пришел к вам в дом, на вашу территорию, значит, Господь вас помиловал, и этим гостем Он послал к вам милость свою, как бы сказать, баракат, как у нас называют, да. Поэтому отношение к гостю крайне, скажем так, высокое, положительное. И каждый кавказец будет рубиться за своего гостя, чтобы его никто не обидел, потому что он несет полную ответственность, пока этот гость у него находится. Он за него несет полную ответственность. И так было издревле, у нас так и было, когда гость посещал вас, в течение 3 дней у гостя не спрашивали, кто, откуда, зачем, с какими вопросами. В течение 3 дней он находился на высшем уровне, у него все было, как бы сказать, как у падишаха. Лучшее питание, лучшее место размещения, комната специально держалась для гостя.
и так далее, и так далее, и так далее. Обслуживание. Обслуживание у нас большинство идет, допустим, если к вам гость попадает в дом, его обслуживает там, ну, супруга хозяина этого, да, дома, и дети там, кто старше, там, обслугу делает, да, этого гостя. Вот, и после прохождения 3 дней, если гость дальше оставался к ним, или он сам начинал говорить то, что ему надо то-то, то-то, или же ему вопрос задавали. Уважаемый гость, цель вашего визита. Все-таки на 3-й день задавали вопрос, что вы здесь после делаете? прохождения, не в том смысле, что вы делаете, но если человек приехал откуда-то издалека, соответственно, какая-то цель у него была прибытие сюда, Но да? я могу приехать в ваш край, в вашу республику, зайти в любой дом и сказать, что здравствуйте, я ваш гость, ну, наверное, так тоже. естественно. И меня везде примут. Ну, 90% везде, я не знаю, там, ну, я не могу за всех сказать, но в основном у нас так это есть. Гостей тут принимают абсолютно. Это только в Ингушетии Разница- или во всех республиках? Не во всех республиках Северного Кавказа. Ну, это, допустим, Чечено-Ингушетию вообще называют Нахские республики, Вайнахи называют. Если перевести, это наши люди, как бы сказать. А так все Кавказские республики, у них, в принципе, есть там отличия какие-то там в языковом там плане, в плане культуры есть отличия, но не резко отличающиеся. В основном они, как бы сказать, очень так похожи. Единственное, у ингушей такая традиция есть, которой нету, по-моему, даже в мире нигде. У ингушей никогда зять не встречается с тестем и с тещей. То есть в течение всей жизни они живут, допустим, в браке со своей супругой, но тестя и теща, они никогда друг друга, как бы сказать, с глазу на глаз не видят, не встречаются. Очень интересная традиция. Вот, это очень многим, да, приезжим, ну, с центральной России, кто приезжает, обычно молодым людям это очень нравится, и говорят, ну, это самый подходящий, скажем так, из моментов, традиционных моментов, то, что, вот, ну, такие есть. В других республиках этого нету, допустим, то, что я сейчас назвал, в других республиках Северного Кавказа это нету, только у ингушей. Вот, ну, почитание старших, это у нас везде есть, ну, просто по той причине, то, что Ингушетия, она всегда, Ингушетия, Чечня, в частности, тоже всегда, они эти республики были закрытыми, да, как бы для посещения с других регионов, люди, как сказать, вот из-за, опять же, боязни, то, что там поедут вас, с вами там побьют, убьют, еще чего-то там, не дай бог, да. Вот из-за этого, как бы, люди боялись туда ездить, да, и она постоянно, сама республика была закрытой, как бы сказать, скрытая она была для посещения людей. Вот, поэтому некоторые вот эти традиции, обычаи сохранились, как бы сказать, более плотно и лучше у ингушей. Да, у ингушей, потому что они как бы постоянно варились, можно сказать, в своем соку, да. И у них вот эти традиции в первозданном виде, как они были как бы в древности, у них сохранились. Допустим, тоже почитание старших. У ингушей никогда не было царей, у ингушей никогда не было правителей в древности. Если уйти там, допустим, за 800, за 900 и дальше лет, тысячи лет там, никогда не было царей, правителей, князей. Даже был такой момент, могу рассказать, когда один из самых влиятельных и больших тайпов, у нас тайповые в Ингушетии, скажем так, система тайповая, да? А что такое тайпы? Тайп это, скажем так, братство, это одна как бы фамилия, допустим, Евлоева, на самый большой тайп считается, да, Евлоева. А вы с какого тайпа, простите? Я тоже отношусь к тайпу Евлоевых. Вот, если взять тайпы Евлоевых, вот, ну, все те, которые носят эту фамилию Евлоева, да, вот они являются братьями по тайпу, да, этот тайп. Допустим, у вас там другая фамилия, у вас другой тайп, как вот так вот подразделяется под тайпом, да. Вот, он тайповый. И в древности, допустим, какой-то вопрос становился касаемо государственности, ну, общественности, скажем так, да, этот вопрос выносился на решение старейшин. То есть с каждого тайпа, со всей Ингушетии, тогда Валгай называется, с Валгай Мохк, да, со всего местности Ингушетии собирался общественный совет, именно из числа старейшин, с каждого тайпа. Ну, если в нашем тайпе, допустим, какой-то уважаемый есть старец, все его прислушиваются. Его решение, каким бы оно ни было, как бы вам это понравилось, не понравилось, вы должны подчиниться безоговорочно. Если он постановил, что так будет, да, и все подчиняются. Вот, собирался совет этих старейшин в горной части Ингушетии, ну, тогдашнего времени. И выносился вот этот вопрос на общее обсуждение. И
большинство, как бы сказать, к чему придут, да, все старейшины. И вот эта установка была такого характера. То есть никакого там диктаторства, никакого там вообще, как бы, можно сказать, это самое демократичное правление, можно сказать. Демократия в самом высшем уровне, на высшем уровне была именно у древних ингушей. Вот, что там еще интересного можно рассказать? А вот сохранились ли у вас сейчас на сегодняшний день воспитание вот ваших детей? Как вы воспитываете ваших детей? Так же, как воспитывали вас? Или все-таки правила поменялись? Стали более мягкими? Ну, есть такие моменты, где они поменялись. Да, допустим, жители городов, большинство, они как бы уже, цивилизация приходит и начинает делать свое в любом случае, да. А так в основном в сельских районах, в горных районах, там стараются придерживаться это воспитание именно в том формате, как оно делалось раньше у нас. Ну, все равно, конечно, это не сравнится там за 200 или за 300 лет, там, за 100 лет даже, то, что было воспитание. Сейчас их, как бы вам этого не хотелось, не получится, так как сейчас в любом случае, повторюсь, уже цивилизация, то, что вот, ускорение времени, вот, всякая технология, да, вот, телефоны, компьютеры и так далее, в любом случае не получается соответствовать там, тем параметрам, правилам, когда было в древности, да. Но стараются. Вот у нас есть такие моменты, то, что сбор тейпов, то есть, как это сказать, там прям, ежемесячно там, или же там в квартал какой-то раз у нас собираются тейпы, то есть представители одного тейпа вместе там в горных районах, где у них там башенные комплексы стоят, там собираются, выносят какие-то общие вопросы, какие общие там касаемо своего тейпа, вообще дальнейшего продвижения республики. И вот там воспитывают молодежь, да, можно сказать, рассказывать им правила поведения, правила норм, как себя вообще молодой человек, юноша должен вести в обществе, уважение к старшим, то, что в свое время он тоже станет, как бы сказать, во возрасте старше, и к нему того же отношение такое же будет, как он сейчас покажет себя, как бы сказать, перед своими старшими, да. Вот все повторяется, все крутится как бы бумерангом, да. Это детям с малого возраста, это все вбивается в голову, что он тоже будет в свое время таким же, и к нему тоже будет такое же отношение. Ни в коем случае у нас там, вот как обычно там говорят, да, там строгое воспитание, там, под строгое воспитание всегда все воспринимают это как будто там бьют, там обижают, унижают. Нет, ни в коем случае. А можно я задам как раз по поводу строгости, пока этот вопрос такой актуальный по теме. Наши туристы, наши приезжие на Кавказ считают, что женщина на Кавказе, она ущемлена. Как вы можете прокомментировать вот этот момент? Не сказал бы. Это есть такой момент, тоже я слышал от многих наших приезжих гостей. Нет, у нас женщина очень, как бы сказать, на высшем уровне, на высоком статусе женщина, что она является матерью, сестрой, супругой, дочерью и так далее, и так далее. Потому что весь домашний очаг, весь домашний, как бы сказать, уют дома, это все зависит от женщины. Поэтому женщины у нас абсолютно на самом высшем уровне отношения к женщине. Не дай Бог, не дай Всевышний, если там женщину обидели, какого-то тейпа и так далее, это у нас карается там вплоть до кровной мести. Кровная месть, отлично. Да. Я слышала много историй, много читала и даже общалась по поводу этого. Вот ваши комментарии, что такое кровная месть, кто такие кровники и как вообще это происходит, что это? Но опять же, вот это очень интересный и актуальный вопрос для, скажем так, жителей Центральной России, вообще для жителей России. Почему? Потому что вот именно вот этот момент кровной мести, оно порождает такое, там, скажем так, вот стереотип такой, да, то, что там, вот вы приехали, вас там убили, там, или там еще что-то сделали. Нет, это ни в коем случае не так. Кровная месть, она, большинство всей республики Кавказа, они являются представителями, как бы сказать, веры, исламской веры, так, проповедует ислам, да. Поэтому даже в исламе, в шариате прописано, если вашего человека убили незаконно, то есть на это не имелось никакого права убить человека, да, допустим, вас что-то забрать, ваше имущество, еще что-то. А человек, представитель, скажем так, его брат, родной какой-то, его убитого,
имеет право мстить своему кровнику. Ну, соответственно, если он знает, кто это сделал, и должен он мстить не... У нас никогда в Ингушетии, именно в Ингушетии, вообще в войнах у кавказцев не было, чтобы в спину стреляли. Ну, или кололи, или стреляли, нет было в спину. Он подходит к этому своему обидчику, которого там должен мстить ему, да, говорит ему, что он пришел мстить за своего брата, отца и так далее. После того, дальше только после проговорил эти слова, дальше только делать свои действия. Ну, почему И на сегодняшний день кровная месть, она существует, она актуальна. Она как-то существует, да, она существует. Ну, сейчас, как бы сказать, опять же, все мы живем в светском государстве, она как бы не так сильно проявляется. Ну, в любом случае она есть, она существует. Почему даже, я вам скажу, чем она нужна или не нужна, вы уже как бы решать самим вам. Если человек чувствует себя вольно, ну, вы сейчас знаете, да, у нас как бы, если мы убили человека, не дай Аллах, да, посадили, он отсидел там пару лет, да, если есть возможность, его откупили, он вышел и все. И дальше он себе чувствует, да, в следующий раз, если там что-то такое будет, я опять же сделаю, и дальше вариант есть там откупиться от этого. Поэтому Всевышний Создатель наш, Господь наш, дал такое право своим рабам мстить не из-за того, что там это как бы, не из-за злобы, там, не из-за каких-то там корыстных каких-то целей. Нет, это чисто для того, чтобы человечество, чтобы общество удержать в рамках приличия, в рамках шариата, в рамках закона какого-то, что нельзя убивать человека. Если ты убьешь, значит я тоже убью, чтобы я этого понимал. Лишь для этого, не для того, чтобы там доказать, что ты крутой, что там еще что-то. Просто некоторые путают этот момент. Вот, поэтому это неправильно там тоже воспринимают, потому что ты там неправильно посмотрел, тебя там закололи, убили, еще нет, такого нет у нас. На Кавказе такого нет. Конечно, у нас за слова отвечают, у нас за слово могут до такой степени разгореться такой спор, если там кого-то словесно обидели, да, оскорбили. Поэтому у нас очень общество такое, там, допустим, проезжаете там на машине, да, там цепанули там вот в центральной России, часто такие моменты бывают, там выходит, там начинают стрелять. У нас такого нету там, ну, столкновения бывает, там, аварии машины. Выходит там, салам алейкум, алейкум салам, брат, ну что, я виноват, я все сделаю. Он берет свою вину, как бы расходится, да, и 100% это конфликтная ситуация вроде бы, да, она решается абсолютно мирным способом, без всяких этих проблем. Ну что, а если она скажем так, раскрутится, так скажем, до костра, все понимают, что от этого будет очень плохо. Мухаммад, еще, наверное, один из самых актуальных вопросов, особенно для девушек, которые хотят приехать путешествовать на Кавказ, ну, без своего сопровождения, без мужа, например, да, девушка, например, еще не вступила в брак. Что значит украсть невесту? Что это такое на Кавказе, значит украсть невесту? Это древнее обычай тоже, как бы сейчас она именно в Ингушетии, на ней поставлен табу, уже запрет по всем. У нас есть, если вы слышали, муфтият, есть как бы религиозное правление, да? А вот ими сейчас поставлен запрет на это, так как раньше это, как бы сказать, к этому не так относились, сейчас уже более серьезно. А раньше были такие моменты, да, крайне невест. Это происходило следующим образом, если, допустим, парень с девчонкой знакомы, а родители не дают им никакого согласия быть вместе, там, ну, бывают там такие моменты, что у этого рода, у этого тейпа есть какая-то там, скажем так, проблема или же там кровная месть или вражда с другим тейпом, ну, представительница, допустим, девчонка с парнем, как бы сказать, их тейпы, есть какое-то там разногласие. И поэтому родители в основном бывали не согласны в таких браках. В таких случаях молодым людям проходилось такой момент, были такие моменты раньше у нас, как бы сказать, этот парень ее крал. Ну, поджил, да, как бы сказать, охотился за ней, когда она выйдет там за водой, в магазин, еще что-то. Со своими друзьями, как бы сказать, подъезжали, или же на лошадях, или же на машине подъезжали, крали эту девушку, увозили ее там в неизвестное направление, в город, там, не знаю. Потом посылали туда сватов, что ваша девчонка украла такой-то, такой-то. И сватов посылали. Мухаммад, я знаю, что вы тоже женаты. Да. И я знаю, что вы тоже украли свою жену.
было дело. Почему же вы так решились? За вас не хотели отдавать? Ну, у нас тоже, как бы сказать, такой момент был. Сейчас я просто не хочу податься в подробности. Был такой момент. Но, как вам сказать, если бы я сейчас, в данный момент, все осознавал, я так не поступил. Почему? Я послал бы сватов и более цивилизованно это все сделал. Тогда играла горячая кавказская Ну кровь. да, было там. И такой фактор тоже влияет. Друзья ваши, ну тогдашние, тогда молодежь так воспитана была, ваши друзья там начинают, знают то, что вы там влюблены, там, как бы, грубо говоря, как бы сказать, то, что есть, то есть, да, у вас есть какая-то симпатия, или девчонки там еще. И друзья начинают играть очень важную роль. Они это чувствуют, знают там, вы там вместе с каким-то другом посещаете там, где она работает, а еще там, или, допустим, у нас такой праздник есть Мархаж, мы его называем, это после окончания месяца Рамадан, 3 дня у нас как бы праздничное посещение своим близким родственникам, дальним родственникам, вообще близким знакомым посещаете, поздравляете с окончанием месяца. И вот в эти праздничные дни тоже там бывают молодые люди у нас с своими друзьями посещают дом, как бы сказать, эту девчонку, которую, как бы сказать, одним словом. Я засмущала вас этой темой. Там, да, посещают. И вот в таких моментах эти друзья начинают тоже влиять на этого парня, да. Давай там тот же мужик, давай украдем, что там, это самое, сохнешь там, и так далее. Начинает то же самое. Да, и он в любом случае попадает под влияние этих своих товарищей, этих своих друзей. А вот видишь, тот наш друг там тоже украл без проблем, все, решился вопрос и так далее, и так далее. И это в юности, в молодости там. В основном эти такие браки бывают до 30 лет. После 30 лет уже человек уже осознанно знает, на что он идет, куда он идет. Он уже не делает такие... Если мы с вами заговорили о браках, а что же на Кавказе значит взять вторую жену, взять третью жену? Для Центральной России это просто что-то нереальное. Что это такое? Это право, которое дается шариатом, исламом, религией нашей, жениться 2, 3, до 4 раз. Потому что это пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, наш великий пророк. Он был, если я не ошибаюсь, 13 раз он был женат. Но не со всеми 13 он жил, насколько я знаю. Вот. Это, вообще, мусульманину дано право жениться 4 раза. Это абсолютно ровное отношение ко всем женам. То есть одной купил там платье, второй тоже покупаешь. Одной построил дом, второй тоже строишь дом. Как бы равноправное отношение ко всем женам, да, чтобы, ни одна, ни вторая не должны, как бы сказать, нуждаться в чем-то, что ли. Мужчина справляется с этим? Я не сказал бы, что прям все идеально справляются с этим. В любом случае, мы живые люди, это такой вопрос, я не знаю, вот гениально должен быть человеком, чтобы он прям все у него получалось четко-четко. В любом случае будут какие-то там, как бы ты там одной не угождал, второй не угождал, в любом случае будет вопрос. И у это будет, и у это будет. Но это бытовые такие моменты. Самое главное, это понимание друг друга и стремление стать лучше и идти к милости Всевышнему, скажем так. Хорошо, Мухаммад, извините, что я вас задаю такие откровенные вопросы. Нет. Это просто очень интересно нашим слушателям. Давайте я тогда еще задам. Я знаю, что у вас в Ингушетии, на Кавказе, я сейчас задам про Ингушетию, по итогу, к окончанию нашего ролика, расскажите какую-нибудь красивую легенду, которая прям наполняет светом, теплом ваши сердца, когда вы о ней говорите. Ой, знаете, насчет легенд, вообще, если вы слышали, про Ингушетию говорят, что это страна башни и легенд. Она очень богата легендами и историями таких, скажем так. Какая вам легенда ближе всего? Я сейчас думаю, очень их много. Какую вам рассказать, даже не знаю. Допустим, есть такая легенда у нас, не легенда, а история. Легенда, если сказать, это вообще будет вглубь уходить, да. Я вам просто близкую историю расскажу. У ингушей есть такой адат в древности был. Адат, что это? Адат это обычай. Это, если на ингушском языке сказать, это адат, да, история, да. Вот, и обязательно был такой момент, что девушки своей, там, дочери или сестре, как называть ее правильно, они дарили хорошую корову. Просто в подарок за то, что она пришла в гости. Она пришла в гости, она обратно уезжала, когда от них, с гостинами, всякие там продукты, там что-то давали, и корову привязывали к
сказать, повозки, которые они отвозят домой. И она уезжала с коровой. И вот была такая история. Как-то одна девушка, ее украли. Она вышла, получается, замуж не по согласию родителей. Как бы они с молодым человеком были, как бы сказать, ну, не равнодушны друг к другу, это правильно это будет сказать, да? Как бы, а родители были против. Вот какая там причина была, из-за чего они были против, я сейчас не помню. Возможно, там это есть тоже причина, если там поискать историю вот эту. Она есть в открытом доступе, где-то там в интернете даже можно найти эту легенду, вот эту историю вот эту. Вот, одним словом, она вышла замуж не по согласию своих родителей. И, соответственно, она по прошествию определенного времени возвращается, ну, в гости приходит к своим родителям, и те крайне недовольны ею и начинают с ней, как бы сказать, агрессировать на нее. Потому что ты вышла замуж по своей воле, не спросив у нас, как бы сказать, ну так, предвзятость к ней начинается, она плачет. И, соответственно, когда она уходит домой, ей никакой коровы никто не дает, никаких приданых, ну, в гостинице не дает, она уходит заплаканная, измученная, всю дорогу плачет, зачем меня там Господь родил вообще, лучше бы я умерла в тот день. Ну, с такими словами она начинает уходить домой. И в этом селе, откуда вот эта вся, ну, где она, девчонка-то жила, рос такой маленький парень, мальчик такой, 10-летний, без отца, мать его растила. Сейчас как звали, вот эту подробности я не помню. И вот этот парень, этот мальчик пас как раз корову. У него очень красивая, очень такая статная была корова, очень такая, ну, видная корова у них была одна, которой они и кормились, с ней мать, это и сын его. Вот, он видит эту девушку заплаканную, которая идет, да, видит эту девушку, подходит и спрашивает: сестра моя, говорит, зачем ты плачешь, что случилось? И она рассказывает ему все это. Она плачет, в слезах рассказывает: вот так и так, со мной так обошлись, одним словом, выгнали меня, там, обидели, заплаканная идет домой. Он должен поехать там на повозке, это, как сказать, определенное количество километров, да, далеко. А он говорит: не плачь, говорит, сестра, не плачь. Считай, говорит, что я твой брат. И берет эту корову, завязывает ее прямо на ее повозку. И говорит: я тебе дарю вот эту корову, езжай домой, скажи, что твои родные родители тебе ее подарили. Это он последнюю отдал свою корову, кормилицу семьи. Корову отдает этой девчонке, чтобы она не плакала. Совершенно чужая, не сестра, не родственница, просто такая девчонка. И та девчонка, соответственно, приезжает домой, показывает эту корову, очень довольная, да. Родители мужа тоже очень там как бы удивлены, такая корова, но она очень такая была. Удивлены этой, скажем так, что так получилось, то, что она не знает, что она вышла против воли своих родителей. И так приятно удивлены, корову завязывают, она остается с мужем, и муж задает вопрос: я же знаю, говорит, что эту корову тебе не твои родственники. Твои родственники не могли, говорит, твои родственники тебе подарить эту корову. Я знаю, какова история была и так далее. Расскажи мне, говорит, кто тебе подарил. И она откровенно рассказывает полностью все, как было. Этому своему мужу, получается. Вот. А этот мальчик, который подарил корову, он идет домой без коровы, и мать спрашивает: а сынок, говорит, а где корова-то? Он рассказывает: мама, говорит, такая девчонка, говорит, тех-то наших соседей, ну, называет имена, она очень заплаканная, шла, говорит, домой, рыдала, говорит, хотела убиться, говорит, там, на себя проклятие вызывала, говорит, всякое. Я посмотрел на нее, так, кто ее стало жалко, говорит, я подарил эту корову этой девчонке. Ну, мать знала у этих людей, эту девчонку, получается, да, соседей. И мать его успокаивает: сынок, говорит, ты правильно поступил. Если бы эта девчонка ушла бы заплаканная, я боюсь, говорит, что на весь наше село, на весь этот район пал бы гнев Господа, гнев Бога пал бы. Ты правильно поступил, ты настоящий мужчина, поступил как настоящий мужчина. Ну, не стала ругать его, кстати. И проходит там некоторое время, муж этой девчонки с огромным количеством своих друзей, он был абреком, если вы слышали, у нас абреки были
с огромным количеством, как огромное, там может их 10 человек было, не знаю, с большой толпой, с большое количество своих друзей, он приходит в их двор к этому мальчику, вызывает его, вооруженные такие на лошадях, такие статные мужики, стоят целый двор, он подходит, дает ему руку, приветствует его, как тебя зовут, там имя назвал и так далее. Я, говорит, пришел к тебе, говорит, с таким предложением. У тебя же нету отца, нету, брата тоже нету. Почитай, говорит, что я твой отец, а вот эти все ребята, которые стоят, твои братья, сегодняшнего дня. И вот так они породнились. Вот именно на этом фоне они породнились. Вот такая легенда история. Замечательная, добрая легенда, наверное, да, таких добрая. легенд очень много. Мухаммад, я вас благодарю за то, что вы уделили нам время. Можно я обращусь к вам с просьбой? Пожелайте нашим слушателям что-нибудь на ингушском языке, что бы вы хотели от себя пожелать, а потом дайте перевод этому всему. На ингушском языке потом перевести, да? Да. Ну, что бы я пожелал бы? Марш Дуалчу, Хадул Тодолч. С миром вас, приезжайте к нам. Спасибо вам огромное за то, что вы нам уделили столько времени. Мы обязательно к вам приедем и как раз погостим 3 дня и посмотрим, насколько же не спрашивают эти 3 дня новых гостей, Будем которые рады вас приезжают. встречать, да. Спасибо вам. Всех благ. Спасибо.